Ключевые аспекты энергетической повестки в центре внимания участников встречи, депутатов парламента и руководства энергетической отрасли. Энергетика является базовой отраслью для развития любой экономики, любого государства, в том числе и для Абхазии. И все мы понимаем, в каком состоянии на сегодняшний день она находится. Мы не будем говорить о тех вещах, которых не знаем, мы будем говорить о той прожитых годах, 23-24 год, насколько было тяжелое состояние энергетики и что сегодня у нас происходит. Собираемость за потребленную электроэнергию по всем категориям абонентов за последние 10 месяцев составила 53,6%, и из них по юридическим лицам 78,4%, по физическим 36,7%, отметил министр энергетики Батал Мушба. Уровень собираемости – это ключевой источник, финансовый источник, который позволяет нашему единому оператору передающих распределительных сетей реализовывать мероприятия по реновации электросетевого комплекса, замены линий, замены трансформаторного, подстанционного хозяйства в городах, в деревнях по запросу наших граждан. Именно наличие вот этого финансового источника реально способно обеспечить при наличии, конечно, человеческого ресурса и компетенции, и техники, возможность реализовывать какие-либо мероприятия по реновации в отрасли. Также в этом году по поручению президента, как вы знаете, уважаемые депутаты, беспрецедентным стало поручение о том, чтобы начать заблаговременную закупку коммерческого перетока электроэнергии с Российской Федерации для того, чтобы осенне-зимний период, наиболее сложный период для энергосистемы любой страны и нашей республики в том числе, пройти его максимально сбалансированно, максимально без верных отключений, насколько это будет позволять и положение в отрасли, и финансовые показатели. Показатели уровня потребления электроэнергии в республике сократились, но дефицит все еще остается. В рамках встречи были обсуждены возможные варианты решения проблемы. 2026 года, с конца 2027 года начала, социальный переток закрывается, его не будет. Наши действия, упадаем в темноту, полную темноту. Что делаем? Я только что сказал, что видение энергосистемы, видение энергетики должно быть минимум на 25 лет. Она должна опережать рост экономики. Другого формирования не бывает. Были обращения, которые готовы восстанавливать генерирующие мощности в рамках арендных отношений, вырабатывать электроэнергию, реализовывать ее на рынке. То есть это один из путей по генерирующим мощностям. Второй путь – это развитие и создание новых генерирующих мощностей, в том числе на основе возобновляемых источников электроэнергии. И третий путь, используя, если мы вернемся к классическим нашим источникам генерации вводным, никто не запрещает создание новых генерирующих мощностей на абсолютно ранее не существовавших объектах. По словам Мушба, для модернизации электросетей Абхазии необходимо 12 миллиардов рублей. Он добавил, что в республике проводится постоянная работа по модернизации электросетевого хозяйства с учетом существующих возможностей. Аудит был проведен в мае этого года коллегами. 12 миллиардов стоит сегодня просто заменить устаревшее оборудование, заменить линии, повысить пропускную способность, сократить технические и коммерческие потери в сетях. Это 12 миллиардов одноразово надо вложить в отрасль. Но предприятие наше в прошлом году впервые собрало 1,6 миллиарда, в этом году, надеемся, больше соберет. Вот возможности, которые есть у предприятий. Будет их больше, мы будем больше, значит, и быстрее восстанавливать качество сетей, улучшать для наших абонентов. Я хочу на ваш вопрос по поводу установки приборов учета сказать, что это такая полумера, да? Если все это не будет идти вместе параллельно, она не будет давать никакого эффекта. Да? То есть поставил прибор учета на старый столб, на старое здание, с другой стороны возможно. Если и законодательно туда не войдем, и с сетевым хозяйством, и с техническими, и с коммерческими потерями не будет совместно, то результатов не будет. Генерации, если не будет, приборы учета не нужны. Генерации, если не будет, перспективы развития тоже не нужны. Я еще раз повторяю, хочу сказать, обратить особое внимание моих друзей, коллег, о том, что газовая генерация, она доступна, она должна быть в нашей стране. Хотим мы, не хотим, эта генерация должна прийти, потому что это лучше, чем покупать электрическую энергию в соседних странах.
это намного лучше, намного дешевле, и главное, надежно. Потому что у тебя стоит собственная генерация. Это есть путь к независимой энергетике. В рамках встречи Баталмушба также сообщил, что в следующем году планируют установить 60 тысяч приборов учета электроэнергии. Это должно существенно отразиться на собираемости платежей. Плюс к той цифре, которая сейчас озвучена, нам нужно еще порядка 68 тысяч приборов учета. А на какую сумму? 32 тысячи, это сколько было? В деньгах это порядка 600-700 миллионов вместе с мероприятиями по подготовке сетей. Речь зашла и о тарифах на электроэнергию. По мнению депутата парламента Беслана Халваш, до принятия каких-то решений технического характера физическим лицам нельзя повышать плату за электроэнергию. Он также подчеркнул, что Абхазии нужен план развития энергетической отрасли на 10, 15, 20 лет. Я крайний противник увеличения тарифов для физических лиц, для наших с вами граждан. И, скорее всего, что мы будем консультироваться здесь тоже в парламенте, будем какое-то вырабатывать решение, по которому в отношении юридических лиц еще, и я думаю, что, на мой взгляд, есть еще какой-то простор, но по физическим лицам мы достигли на сегодняшний день того предела, который можно было достичь. Напомним, с 1 января 2025 года в Абхазии для физических лиц тариф составляет 1 рубль 70 копеек за киловатт-час при однофазном подключении и 2 рубля 20 копеек при трехфазном. Юридические лица и индивидуальные предприниматели платят 3 рубля 20 копеек за киловатт-час. Адис Сагария, Рамо Камкя, Абхазское телевидение.